Преодоление последствий войны 1992-1993 годов в Абхазии стало основной задачей для поствоенного общества и страны в целом. Это стало серьезным испытанием, в особенности после решения глав государств СНГ о политической и экономической изоляции республики в январе 1996 года. На начальном этапе работа гражданского сектора Абхазии была сосредоточена на оказании психологической помощи населению, пострадавшему в результате военных действий. Позже неправительственные организации республики стали налаживать отношения с международными коллегами, чтобы донести точку зрения абхазской стороны на существующие проблемы. Для Центра гуманитарных программ в Сухуми, который открылся в 1994 году, фактически сразу после войны, основной работой стало решение медицинских и психологических проблем. Это были, например, вопросы протезирования для людей, которые получили ранения во время войны, рассказывает Арда Иналапа, член Совета директоров организации. Арда Иналапа еще в советское время была в числе организаторов молодежного творческого объединения, которое стало активным участником Абхазского национального движения. Она также входила в состав президиума Народного форума Абхазии Айтглара. На втором съезде этой организации, к примеру, была принята резолюция, которая осудила политику Советской Грузии в отношении абхазского народа и его государственности в годы сталинизма. Мы с Баталом Кубахи поехали приобретать опыт в Центре реабилитации Михайловского. Он приезжал в Москву, он оказывал помощь ветеранам афганской войны и владел многими методиками реабилитации. И мы там находились целый месяц и вот овладевали этими методами групповой работы, элементами ушу и так далее, каких-то восточных традиционных методов реабилитации. Мы связались с такой организацией российской, как «Сострадание», которые приехали первый раз вот после войны, большой такой бригады психологов, психотерапевтов, медиков. И мы по всей Абхазии ездили, организовывали такие встречи с пострадавшими детьми. В основном это были педиатры, которые нуждались в психологической помощи, иногда и медикаментозной. Это были дети, которые попадали под бомбежки, дети, которые оказывались в заложниках, чьи родители пострадали или даже погибли. Вот. Одновременно проводили тестирование, которое обнаружило высочайший уровень стресса у наших детей. И вот на этой основе потом возникла работа по игротерапии с такими детьми, которая затем вылилась вот в Сухумский дом юношества. Другое направление работы центра было связано с оказанием поддержки пострадавшим во время войны женщинам, которые нуждались в хирургической помощи. Это была, к примеру, пластическая хирургия сложных случаев. Для этого пациентов вывозили в Ереванский центр. Оказывалась психологическая помощь комбатантам. Это была работа над последствиями войны, но конфликт не был урегулирован, а это значит, что война могла возобновиться. В гражданском обществе стали думать о том, какой вклад могли бы внести НПО в предотвращение военной эскалации. Вспоминает Лиана Кварчелия, член Совета директоров организации. Лиана Кварчелия во время войны 1992-1993 годов сотрудник пресс-службы правительства Абхазии в Москве. В качестве переводчицы была в составе абхазской делегации на переговорах под эгидой ООН в Женеве и Нью-Йорке. Работала также в МИД Абхазии и администрации президента республики. Есть время, когда нет другого выхода, надо воевать. Вот напали на нашу страну, и естественным образом, конечно, было сопротивление нашего народа, и надо было отстаивать свою страну. Но невозможно воевать все время. И надо сделать все, чтобы эта война не повторилась. Мы потеряли столько людей, молодые люди, и не очень молодые тоже, но все-таки целое поколение выкосило просто эта война. И, конечно, мы думали о том, мы все пережили войну, это были люди, которые пережили войну,
кто-то потерял родных, и у кого-то прям вот несколько членов семьи погибли. И вот такую какую-то острую ответственность чувствовали за то, чтобы если мы можем что-то сделать, то надо. И, как я говорю, есть время воевать, а есть время разговаривать. Конечно, мы не были те люди, которые принимали решения, мы не претендовали на это. На гражданском уровне мы понимали, что мы тоже можем что-то сделать. И мы стали думать о диалоге. Надо сказать, что наш большой друг, с которым мы были близки еще до войны, Пола Гарб, профессор Калифорнийского университета, она была тем человеком, который вот был посредником, которая знала еще во время войны тех людей в той стороне конфликта в Грузии, которые выступали против войны, такие как Наира Гилашвили, например, директор Кавказского дома, Ника Чавчавадзе и другие. И вот мы знали, что есть немного людей, единицы, но которые все-таки выступали против агрессивной политики в Грузии. И вот сначала первые контакты были связаны с поиском без вести пропавших. Изначально, еще где-то 96-й или 97-й год, Пола Гарб, когда приехала в Абхазию, вот такая была идея, как бы научно-исследовательский, переговорный процесс о роли гражданской дипломатии, на которой встречались не только абхазская и грузинская сторона, но также эксперты, представители различных регионов. И очень много книг и исследований. Они были базовые, по ним сверяли свои часы и сотрудники МИДа, и правительства, и Координационный совет. Они используют эти материалы. Инициативы по диалогу в гражданском секторе исходили также от международных экспертов. Пола Гарб – американский журналист, геронтолог, этнограф и конфликтолог. Будучи студенткой МГУ, она неоднократно посещала Абхазию в составе советско-американских геронтологических экспедиций, изучала феномен абхазского долгожительства, встречалась со старейшими жителями Абхазии, взяла более 150 интервью с долгожителями. После завершения грузино-абхазской войны Пола Гарб инициировала диалог между грузинами и абхазами. При ее поддержке были организованы научные конференции, которые стали платформой для обсуждения и поиска решений по мирному урегулированию конфликта. Мне было интересно понять, какие традиционные механизмы существуют, чтобы хотя бы открывать каналы информации. Это была с самого начала моя цель как конфликтолог, и до сих пор. Это обмен информацией, правильное знание друг о друге после такого конфликта. Это основа всего. Диалог на гражданском уровне начался в 1996-1997 годах. Обсуждалась тема без вести пропавших, а также такие вопросы, как экология, народные традиции медиаторства. Людей возить куда-то никто не хотел. Не был готов к этому, скорее всего. Абхазская сторона не готова, грузинская была готова. И в каждом конфликте всегда есть вот одна сторона, которая в одном положении, другая сторона в другом. И редко бывает, когда обе стороны в одинаковых условиях и одинаково относятся к общению. И понадобилось 2 года вот так, чтобы даже чуть-чуть доверия, достаточно было доверия, чтобы первый раз встретиться. Я должна еще сказать такую вещь, что вот все президенты практически поддерживали вот этот уровень дипломатии, такой вот гражданской дипломатии. Я помню, первая встреча это была, по-моему, в 96-м году, еще тогда Владислав Григорьевич президентом был, мы с ним обсуждали, это вот первая такая поездка была в Австрию, где нас 11 человек поехали. Там были не только представители гражданских организаций, но и из администрации президента были люди и так далее. Когда мы какие-то вот идеи обсуждали на конференциях, там вот этих всех, мы потом это
Когда возвращаясь, обсуждали всегда это, если не напрямую с президентами, то, по крайней мере, с министрами иностранных дел. То есть сказать, что вот это все было абсолютно вот, как бы непонятно что, но это неправда. Один из участников встреч, руководитель программ по Кавказу международной неправительственной организации «Ресурсы примирения», которая выступала за диалог грузинских и абхазских политиков, Джонатан Коэн, который вместе со своей коллегой Рэйчел Клок провел огромную работу. То люди должны найти выход от этой сложной ситуации вместе, потому что это невозможно думать, что односторонний конфликт может решать вопрос, потому что всегда будут площадки для дальнейшего развития конфликта, если это не взаимовыгодный выход от конфликтной ситуации. И при этом мы организовали целый ряд встреч на политический уровень, неформальные встречи для политических деятелей, для официальных лиц, чтобы они могли с друг другом общаться, заниматься взаимным анализом, и лучше понимать, каких возможностей для выхода от ситуации. По словам Арды Иналапа, было понятно, насколько налаживание диалога станет чувствительным, будет очень много вопросов, поэтому было решено стенографировать двусторонние дискуссии и публиковать их. Поэтому вот у нас есть 15 томов наших дискуссий. Сначала, конечно, это было сложно просто даже встречаться и разговаривать. И потом мы выбрали такую форму диалога через исследования. Да, то есть проводили исследования на одной и на другой стороне, потом мы сообщали, то есть в виде таких мини-конференций. Своей целью мы видели убеждать представителей грузинского общества, гражданского общества в том, что эта война была несправедливой, как мы видим причины этой войны, и как мы видим справедливое устройство мира. Я вот, например, интервью давала их, даже в том числе грузинским журналистам, когда я говорила, вот я уважаю ваше стремление к свободе, стремление грузин к свободе, я говорю. Это достойно уважения. Но вы точно так же должны понимать, что я тоже хочу, чтобы мой народ был свободен. Почему вы достойны свободы, а мы нет? То есть с людьми все-таки надо разговаривать. Мы, как непризнанная страна, ограничены были в своих механизмах влияние на международное сообщество. Это одно. Второе. Вот эти встречи, которые организовывались на таком неправительственном экспертном уровне, они играли роль такой лаборатории. Потому что официальный переговорный процесс, во-первых, он ограничен во времени. Во-вторых, стороны ограничены своими жесткими позициями. И там очень трудно моделировать какие-то новые идеи, как они повлияют на ход переговорного процесса, получить более полное представление о позиции и истинных интересах сторон. И в грузинском, и в абхазском обществах неоднозначно воспринимали начавшийся грузино-абхазский диалог в неправительственном секторе. Но, несмотря на осуждающие публичные заявления и сообщения в печати, контакты продолжались. На встречах поднимались дискуссионные темы. Начинали, например, с обсуждения вопросов, такого вопроса животрепещущего, как поиск без вести пропавших, который волновал оба общества. Но постепенно мы перешли уже к истории конфликта, непосредственно к войне, и потом уже мы говорили о факторах, которые влияют на ситуацию, о переговорном процессе и так далее. Потом были другие у нас в рамках других проектов и под эгидой других организаций международных у нас исследовательские проекты были. Мы, например, писали о том, почему важны гарантии безопасности, что это значит для абхазской стороны. Там грузинские исследователи писали свое видение и так далее. И мне кажется, что есть очень такой важный материал, который
не только для студентов, которые сейчас пишут дипломные работы. Кстати говоря, все время к нам обращаются, потому что очень мало работ абхазских именно на эту тематику. Но это важно для исследователей международных, которые потом, так сказать, занимают определенные должности в международных структурах и так далее. Я прекрасно понимаю, что, например, на грузинской стороне есть огромное чувство фрустрации, потому что уже прошло 15 лет, у них есть стремление, чтобы восстановить территориальную целостность Грузии. Они не достигли эту цель, и пока трудно видеть, как они могут достичь эту цель. Поэтому они недовольны с нынешним форматом для переговорного процесса. И в течение последних год они попробуют менять этот формат. Они хотят участия в международном сообществе больше, они хотят, чтобы у России будет менее действий в этот процесс. И их желание менять формат и процесс столкнулось с желанием абхазской власти действовать через нынешнюю систему. Потому что в Абхазии, в политический круг, нет чувства, что они могут получать тот, который для кого они стремятся, независимость, через либо нынешнюю систему переговоров, либо другой. Но я не думаю, что абхазская власть или абхазское общество готов уступить от этого стремления. И я не думаю, что грузинская сторона готова уступить от их стремления. Поэтому пока видно, что продолжает это столкновение. Но для меня важно в том, что надо попробовать устроить пространство для людей, думать по-другому. И, к сожалению, я вижу некоторые мифы, иллюзии, которые очень мешают прогрессу, переговорный процесс. Один из этих мифов, можно сказать, это то, что в Грузии очень много людей считают, что Россия виновата за все. Безусловно, для меня действия России в начале войны, до войны, во время войны, после войны очень сложны. Но чтобы сказать, что Россия виновата за все, это одна часть этой истории. И это игнорировать тот ответственность, которая лежит на плечу много грузинских политиков. И пока они не готовы это признать, у них есть представление, что Абхазия является рычагом в руках России. В которых мы участвуем, мы можем быть гораздо более раскованными и гораздо более откровенно выражать свое мнение. В первое время диалоги проходили напряженно, и стороны старались не касаться особо болезненных тем, как бы обходили их стороной. Но это происходило до 1999 года, вспоминает Пола Гарб. Мы были в Конобеево, Подмосковье, и одна участница читала свою работу, и вдруг это так агитировало грузин, так они чувствовали обиду от того, что сказано было в этом докладе, что стали очень болезненный разговор. Этого не было, потому что все очень вежливо избегали самых больных вопросов. А что именно она отметила? Почему была такая реакция? Можете сказать? Это был рассказ о том, как абхазское видение свой дом, и когда кто-то врывается в их дом, какая будет реакция. А для грузинских участников там метафор «дом», это они считали, что абхазы в доме Грузии. И это, мне кажется, я уже детали не помню, и, в общем-то, это не важно. Важно, что мы так спорили, они спорили много-много времени, где-то до 12 часа ночи. Но на следующий день утром все пришли с настроем без обиды уже говорить о самом главном. И с того момента уже все темы были открыты. То есть стало проще, да? Стало проще говорить о самом нужном.
Были случаи с грузинской стороны, когда под влиянием общения с представителями абхазского экспертного и гражданского сообщества их взгляды на истоки грузино-абхазского конфликта, на то, почему началась война, во многом менялись. В качестве примера хочу привести фильм Мамуки Купарадзе «Отсутствие воли». И именно в рамках, между прочим, вот этого гражданского диалога мы поехали в Соединенные Штаты Америки на очень такую представительную конференцию в Нью-Йорке. Она проходила в Колумбийском университете, где под влиянием августовской войны совершенно по-другому представлялась вообще конфликтная ситуация между Грузией и Абхазией, Грузией, Осетией, Южной Осетией. И все это под таким углом зрения, что во всем виновата третья сила, Россия и так далее. Вот так преподносилось. И вдруг показывают фильм Мамуки Купарадзе «Отсутствие воли», смысл которого заключается в том, что причины конфликта надо искать внутри самой Грузии. Национализм грузинский. Вот одна из главных причин конфликта. И это, вы знаете, это просто эффект разорвавшейся бомбы имел тогда. Там довольно такая представительная аудитория была, я там тоже присутствовала, потом я тоже выступала, так сказать, я и Ираклий Хиндба, мы вместе ездили на эту конференцию. Это удалось относительно небольшой группы. Да, эти люди с авторитетом в своем обществе, они имеют влияние, но тем не менее это как бы небольшая группа людей. Однако надо сказать, что в результате возникали даже вот такие продукты, можно сказать, в виде фильмов, в виде передач, в виде статей, которые совершенно иной взгляд предлагали своему обществу относительно абхазской проблемы и понимали и признавали и вину, и ошибки и так далее. Раньше я думала, что военным путем конфликты решатся быстро. А сейчас мне кажется, что их можно решить только мирным путем. Можно вернуть территорию, но конфликт не решить. Разрешением конфликта для меня может быть даже независимая от Грузии Абхазия. Чтобы любой абхаз мог поехать без страха в Грузию, а любой грузин мог свободно поехать в Абхазию. Я хочу сказать о том, что вот одна цель была такого плана, это просто как бы развернуть этот дискурс в сторону того, как строить мир, причем мир справедливый. А вторая цель, она тоже с ней связана. Для нас принципиально важно было получить доступ к международным площадкам, которые были закрыты. Любое кровопролитие длится долго или недолго, много задействовано или мало, это создает столько проблем для разрешения конфликтов потом, что если люди думают, что войной можно проблему решить, я поняла, что ты не только не решаешь эту проблему, то есть эту проблему, которую ты хочешь решить, не разрешается, но создаешь массу других, которые в течение десятилетия нельзя разрешить. Потому что люди, общество индивидуально и общество на общественном уровне, и политики, и народ травмированы сильно. Обиды жуткие. Не только на Кавказе есть вот это обиды могут долго длиться. Это общечеловеческое, да? Что лучше не начинать. Поняла, что вот эта травма, насилие настолько неестественное поведение человека. Если было естественное, тогда не так травмированы было бы люди от опыта с насилием. И, конечно, эта травма задерживает любое какое-то лечение общества. Плюс появляются заинтересованные лица в поддержке этой военной ситуации или статус-кво.
против них очень трудно бороться. Война убивает людей сразу, но что я поняла все эти годы, еще более больные, это становится для меня, что человек может медленно. То есть война – это неестественное поведение человека. Я убеждена, что можно с развитием общества искать возможности избегания военного действия. О проектах, проводимых ЦГП, было информировано правительство республики. По мнению Арды Иналапа, абхазские дипломаты понимали, что политическая ситуация, в которой оказалась Абхазия, санкции, изолированность, непризнание мешают открыто и публично доносить абхазскую точку зрения до международного сообщества. Этот пробел в какой-то степени могли компенсировать представители гражданского общества. На одной из своих пресс-конференций президент Абхазии Владислав Ардзинба, говоря о деятельности неправительственного сектора, отметил, что это положительное явление в абхазском обществе. «Думаю, что решение проблем, которые стоят в Абхазии, зависит не только от органов государственной власти, но и от активности наших граждан. Многие вопросы можно решать и через НПО», подчеркнул Ардзинба. Всегда наши власти поддерживали участие наших коллег из гражданского общества, из других организаций. Например, Натыл Акаба очень активно принимала участие, Манана Гургуля принимала участие очень активно. В одно время Роман Бар, Ираклий Химба, очень многие. Вот. И поэтому участие абхазов на международных форумах, которые касались конфликтов Южного Кавказа, постсоветского пространства или именно грузино-абхазского конфликта, это означало, что представители Грузии не могут, так сказать, какую-то ложную информацию по этому поводу, поскольку мы сами представители там были открыты к вопросам, сами выступали и так далее. Ну и, наверное, если даже они пытались, вы могли, во всяком случае, конечно, ответить, конечно, это совершенно другая была ситуация. И мы знали много случаев, когда до того, как мы вот активно вступили в диалог, когда Абхазию представляли беженцы или представители правительства в изгнании, или кто-то другой из Грузии, и создавали совершенно иную картину. Были очень тесные взаимоотношения, поскольку это все было транспарентно для наших властей, потому что они сами принимали участие в этих встречах. Если даже не принимали участие, представители этих организаций, они всегда информировали МИД о своей работе. Бывали, конечно, разногласия с неправительственным сектором. Ну, в основном разногласия бывали у нас не по внешней повестке, а по внутренней повестке. Но это не связано напрямую вот с этой площадкой. Ну, у нас тоже здесь по внутренней повестке в Абхазии проходили различные круглые столы, в которых, в частности, я тоже участвовал, которые неправительственные организации проводили. Ну, не всегда же должны точки зрения совпадать. Неформальный гражданский диалог оказывал положительное влияние как на климат вокруг официального процесса, так и на динамику переговоров, считают эксперты. В частности, он открыл абхазской стороне двери на очень известные площадки, куда приходили дипломаты, политологи, международные эксперты, влияющие на принятие решений. Это и в Брюсселе, и в Нью-Йорке, и в Лондоне, и так далее. Вот масса таких была встреч, на которых мы выступали и говорили о том, почему Абхазия стремится к независимости, почему началась война, что нельзя реагировать только на последствия войны в виде, допустим, какого-то количества беженцев, о которых, кстати, уже неправильно всегда цифры тиражировались, а что это, так сказать, результат агрессии. Вот иногда
иногда, знаете, раздавались здесь голоса тоже вот, ну не надо это через диалог, давайте напрямую, закрытые двери были. К нам интерес к Абхазии вот именно в связи с конфликтом был. И не использовать вот эту дверь, я считаю, что, по крайней мере, вот неосмотрительно было бы. В этом смысле вот Шлянинский процесс, например, взять в качестве примера, где наиболее интенсивно, в рамках которого наиболее интенсивно проходили эти встречи, вот он очень важную роль играл. Потому что потом вот эти лабораторные идеи, они переносились уже и на официальную площадку. Не случайно вот в этих встречах на Шлянинской площадке принимали участие, в том числе, помимо представителей неправительственных организаций, принимали участие официальные представители в личном, правда, качестве. Да. Я неоднократно принимал участие, Шамба принимал участие, депутаты парламента принимали участие в этом процессе. Я был тогда помощник президента, да. Но мы там принимали участие не как официальные лица, да, да. И это позволяло какие-то проводить беседы в кулуарах, какие-то идеи продвигать. Вот, допустим, вот в рамках таких вот обсуждений мы туда приезжали, они тогда высокие посты занимали в администрации Шеварднадзе, это был Арчил Гигишидзе и Шалва Пичхадзе. Вот. Они, собственно, в переговорном процессе грузино-абхазском не участвовали, но влияли на политику Грузии. И мы вот, например, да, вот, например, мы на этой площадке обговаривали возможность интервью Владислава Григорьевича грузинскому телевидению. Вы его, наверное, видели, да. Там какие-то публикации взаимные в абхазской прессе грузинских представителей, в грузинской прессе абхазских представителей. Снимать какие-то вопросы, передавать какие-то месседжи. Вот. Это, в общем, очень важную роль играло. И потом, другой момент, в плане информирования международного сообщества. Вот, благодаря вот этим неформальным встречам очень детально были информированы представители международных организаций, ведущих стран о том, что происходит у конфликтующих сторон, в чем их интересы заключаются, история конфликта. Да, у нас это была редкая возможность, когда мы могли наиболее полно нашу позицию представить. Когда я говорю, что вот для нас через вот этот диалог открывались важные площадки. Вот в Брюсселе несколько вопросов обсуждалось, где мне вот министериал проходил, и мы встречались на очень высоком уровне. И я была, не только я, представители из Грузии были, гражданского общества. И там, например, мы впервые, когда грузины и международные представители стали предлагать и очень так активно навязывать Абхазии нейтральные паспорта, именно мы сказали, что это неприемлемо для Абхазии. Потому что эти паспорта никакие не нейтральные. Там стоит код страны Грузия. И это просто абхазы не будут брать нейтральные паспорта, так называемые. Это для Абхазии неприемлемо. К сожалению, на уровне нашей официальной дипломатии вообще как бы не комментировалось это никак. И восприятие такое сложилось, что абхазская сторона не против. Это мы подняли шум по этому поводу, и статьи писали аналитические, выступали и так далее в Брюсселе, и убедили международное сообщество в том, что это не тот вариант, который приемлем для Абхазии. И по результату этого министериала они приняли резолюцию, рекомендации Грузии, в котором они писали, что Грузия не должна создавать препятствия для свободы передвижения жителей Абхазии путем настаивания на том, что только по нейтральным паспортам. То есть они сказали, признавайте все паспорта, которые они имеют, абхазы. Вот это один такой пример хочу привести. На этой встрече, такой высокопоставленной, не участвовали официальные лица, их туда не приглашали. Но мы, как гражданское общество, мы имели доступ. И второй пример, который я хотела привести.
Я помню, у меня тоже были интересные встречи в Брюсселе, когда нам говорили, вот посмотрите, об экономическом развитии шла речь, я все время поднимала вопрос развития, почему не помогать Абхазии в развитии. Они говорят, нет, только гуманитарная помощь. Естественно, мы разные аргументы приводили, почему это неправильно, только гуманитарная помощь, а не помощь в развитии. И когда зашла речь о развитии бизнеса, там стали очень так навязчиво предлагать модель, которая работает в контексте Приднестровья и Молдовы. Вот они говорят, например, приднестровские предприниматели для того, чтобы работать с европейским бизнесом, регистрируют свой бизнес в Кишиневе. Почему вы не соглашаетесь? Мы категорически сказали, это невозможно. Совершенно другой конфликт, совершенно другая история. В Абхазии это абсолютно бесперспективно, этого не будет. Я должна сказать, что я в последнее время, например, слышу от грузинских коллег, что, оказывается, находятся такие бизнесмены, которые таки регистрируют свой бизнес, чтобы получить там, или даже какие-то кредиты, говорят, получат. Я не знаю, это правда или неправда, это, наверное, другие должны люди поинтересоваться, что на самом деле происходит. Но я считаю, что если это будет так, именно так происходить, то это, конечно, нанесет ущерб, политический ущерб. Выиграет от этого, может быть, кто-то там какой-то бизнес выиграет, но политический ущерб будет нанесен. То есть вот на каких условиях что-то может происходить, это должно быть предметом переговоров, с моей точки зрения. Таким образом, это сотрудничество позволило развернуть необходимую дискуссию среди лиц, формирующих общественное мнение. Эксперты с обеих сторон стали проводить анализ причин конфликта и перспектив будущего урегулирования. Шляйнингский процесс – это встреча официальных представителей грузинской и абхазской сторон в личном качестве при участии представителей НПО и международных экспертов-конфликтологов. В ней с грузинской делегацией присутствовали представители так называемого правительства Автономной Республики Абхазия в изгнании. А, как известно, абхазская сторона выступала категорически против присутствия представителей автономщиков на любых встречах любого формата, будь то официальный переговорный процесс, либо там дипломатия второго уровня, гражданская дипломатия. И встреча была на грани срыва, она все-таки прошла, но как бы вот какие-то параллельные заседания были. Позднее этот вопрос, кстати, вопрос присутствия представителей так называемых автономщиков, он действительно был одним из вопросов, который, может быть, в какой-то степени и препятствовал, осложнял процесс вот эти шляйнингские встречи. Но постепенно произошло следующее. Вот эти автономщики, они, во-первых, все в шляйнингском процессе все представляли себя в личном качестве, не в качестве там представителей там властных структур и так далее. Это один момент. И второй момент. Многие из этих автономщиков уже стали работать, собственно, в грузинских, тбилисских неправительственных организациях и официальных структурах власти. Поэтому они уже не могли и не представляли себя вот как представители там правительства в изгнании. Это было в 1997 году. А вот сам шляйнингский процесс начался в 2000 году и продлился 7 лет, по 2007 год. В общей сложности состоялось 20 семинар-диалогов в Германии, в Австрии, Великобритании. Только в начале во встречах участвовали делегации из представителей неправительственного сектора. Затем, по предложению первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, в этот процесс с абхазской стороны были вовлечены и представители официальных кругов, министры, депутаты парламента, представители администрации президента. Организаторами этих встреч выступили британская международная неправительственная организация «Ресурсы примирения», и ее сотрудник Джонатан Коэн был одним из фасилитаторов этих встреч, и немецкая организация «Центр Бергхоф» по конструктивному управлению конфликтами, его руководитель Норберт Ропертс, очень интересный человек, очень интересный эксперт, конфликтолог, был вот одним из главных фасилитаторов этих встреч. В них также участвовал представитель Великобритании, североирландский конфликтолог Клем Маккартни.
Вот они, в принципе, выступали в качестве фасилитаторов вот этих встреч. При формировании абхазской группы я всегда консультировалась с Министерством иностранных дел. В те годы министром был Сергей Шамба. И консультировалась, естественно, с организаторами встречи. Один из них Джонатан Коэн, который, кстати, очень хорошо знает ситуацию в Абхазии. Кстати, все международные фасилитаторы достаточно хорошо и достаточно глубоко знали ситуацию в регионе, работали, и поэтому для них вот не было открытием какие-то вещи, которые мы говорим. Они их очень адекватно воспринимали. И это один момент, вот обсуждали. Кстати, и с президентом какие-то кандидатуры мы обсуждали. Если приглашали депутатов парламента, то говорили со спикером и с самими депутатами. Но еще мы старались вот как бы корректировать состав групп в зависимости от того, кого представляет и грузинская сторона. В каком плане? Если там, допустим, больше депутатов парламента, то и мы, соответственно, делали акцент на депутатском корпусе. Если там представители есть исполнительной власти, то мы тоже старались приблизительно такие, ну, как-то симметрично фигуры выбирать, чтобы был диалог, и диалог был предметным. Здесь же всегда принимали самое важное решение в судьбе. Вот когда бывают всякие волнения, если сюда приходят люди, значит то, что они тут говорят, надо все. Это как эквадорский проблем сейчас? Нет. Это здесь, это как священная поляна. Здесь по мелочам нельзя. Только очень важно отделить. Батал Кубахи, директор ЦГП, член Совета директоров организации, ветеран войны и герой Абхазии, работал в рамках Кавказского форума неправительственных организаций. И надо сказать, это был период, когда неправительственные организации очень активно работали на всем постсоветском пространстве, были востребованы и властями, и людьми. Нам необходимо, чтобы о проблемах Абхазии мы говорили в контексте как бы глобальных, вот всего Кавказа. И была первая встреча в 2000 году в Сочи, на которой съехались представители общественных организаций всего Южного Кавказа, 6 регионов, Северного Кавказа, Москвы. Тогда и родилась идея создания Кавказского форума неправительственных организаций. Он просуществовал около 15 лет. Встречи форума проходили в различных регионах, в том числе в Абхазии, Азербайджане, Армении, Грузии, Южной Осетии, Москве, Кишиневе, Алмате. Эта работа дала возможность людям, занимающимся изучением разрешения конфликтов, сотрудничать между собой. До сих пор вот эти связи есть. Малейшие какие-нибудь происходят катаклизмы в том или ином регионе, мы звоним нашим коллегам, те, которые с нами работали. Я считаю, что это очень важная часть. У меня еще была своя сфера, то есть я всегда мечтал в рамках этого процесса сделать что-нибудь, что связано с культурой. Но, как вы понимаете, это не находило никакого отклика у всех. Я всегда считаю, вот есть цитата Даура Зантари: если нет культуры, то языком межнационального общения становится война. И я в 2001 году на Кавказском форуме поднял вопрос. Я говорю, давайте сделаем какой-нибудь культурный проект. У меня вот тогда родилась идея издания книги рассказов о войнах, которые мы пережили. И вот тогда мы стали ездить по всему Кавказу. Я объездил весь Кавказ, включая и Тбилиси тоже. И люди приходили в недоумение. Ну как мы можем... там было условие. Нельзя оскорблять противоположную сторону, нельзя призывать к войне, нельзя то. Но тем не менее рассказать о том, что там происходило. Мы издали книгу и назвали ее «Время жить». И в ней участвовали, пожалуй, наиболее лучшие писатели вот того времени, когда мы эту книгу делали. И суть ведь нашего процесса, чтобы мы могли говорить о своей боли, о своих проблемах, не оскорбляя друг друга, потому что это делают и без нас.
В ноябре 2003 года в Грузии произошла революция роз, серия протестов, которая привела к отставке грузинского президента Эдуарда Шеварднадзе и приходу к власти Михаила Саакашвили. Именно во время его президентства и появился в грузинской идеологии тезис об оккупации Россией, Абхазии и Южной Осетии. Он, конечно, закрывал перспективы грузино-абхазского и грузино-осетинского переговорного процесса и неформального диалога. После того, как Саакашвили пришел к власти, мы очень, так сказать, интенсивно боролись вот с этим тезисом, который он продвигал, о том, что между абхазами и грузинами нет никакого конфликта, это все инспирировано Россией, это у нас конфликт только с Россией и так далее, что Абхазия оккупирована и прочее. И с этим мы очень боролись, и очень было важно, когда люди сами из Абхазии говорили о том, рассказывали об истории конфликта, рассказывали о 30-х и 40-х годах, о грузинизации, о репрессиях и прочем, и о том, как, с каким трудом абхазский народ преодолевал это все, и какое сопротивление вызывалось, и что это к войне привело, и так далее. То есть это было очень важно для того, чтобы объективная картина все-таки побеждала, во всяком случае присутствовала бы объективная картина, по крайней мере, в научной там литературе, в экспертной. Было организовано немало встреч на нейтральной территории для обсуждения актуальных поствоенных вопросов. Они дали возможность предлагать новые идеи и подходы по регулированию конфликта. То, что было сложно сделать на уровне официальной дипломатии, легче было осуществить неофициальной дипломатии, когда в свободном от протокола формате обсуждались различные идеи, вспоминают эксперты. Нам казалось, что мы можем убедить и грузинское, так сказать, экспертное сообщество, представителей там, авторитетных гражданского общества и так далее, что как-то приблизить к тому, чтобы признать то, что Абхазия состоялась как самостоятельное государство, и признать политическую независимость. Но этого не произошло. И был момент, когда нам казалось, что вообще все это, наверное, безрезультатно, но я лично с этим не согласна. Мы знаем, что вот такого диалога содержательного, глубокого не было между армянским и азербайджанским обществами. Мы знаем, как трагически развивается ситуация, уже в каком сейчас положении, допустим, проблема Карабаха. Да? Вот. Мы знаем, что когда елаевцы вошли, да, на территорию Абхазии, то наши коллеги подняли очень большую кампанию против этого. И огромное письмо, там 70 человек, очень видных и ученых, и политиков, дипломатов подписали с обращением к своим властям в парламент с тем, чтобы они эту авантюру прекратили. У нас, например, был Шлянинский процесс. В рамках этого процесса все наши, я не знаю, не помню даже уже сколько человек из наших высокопоставленных лиц участвовали под эгидой неправительственных организаций. Они как политики без галстуков, они вот вели такие интересные очень обсуждения со своими визави с грузинской стороны. И, кстати говоря, Сергей Миронович Шамба и Ираклий Аласания обсудили, так сказать, контуры соглашения о гарантиях безопасности именно в рамках встречи, организованной неправительственными организациями. То есть я считаю, что это такое важное понятие. Речь же не идет о многоуровневой дипломатии по сдаче интересов Абхазии. Речь идет о том, чтобы использовать все возможности дипломатии официальной, неофициальной и так далее для того, чтобы добиваться поставленных целей. И наша главная цель – это, так сказать, всеобщее признание Абхазии, то, чтобы Абхазия сохранилась как суверенное независимое государство, демократическое. Эксперты подчеркнули важность и необходимость получения информации из первых уст и ее передачи напрямую. Манана Гургуля вспоминает, что в Абхазии со стороны общества иногда задавались вопросом о целесообразности неофициальных встреч. Широкой информации о процессе действительно не было, признается она, поэтому некоторые выражали сомнения, а нужно ли это. Но когда ты напрямую разговариваешь с человеком и объясняешь, что ты сделал, если, допустим, у него по отношению ко мне какие-то сомнения, что я не выражу адекватно абхазскую позицию, или Астамуртания не выразит абхазскую позицию. Ведь в наших встречах, допустим, участвовал Владимир Аршба, Олег Аршба участвовал, Астамурт Арба,
Астамуртания во многих встречах участвовал. То есть лица, которые достаточно высокого ранга и лица, которые готовят решения. Поэтому не доверять им оснований не было ни тогда, нет и сейчас. Но всегда понятно, конфликт, он всегда болезненный. И если у человека произошла трагедия, если в его семье погибло несколько человек, он, конечно, может выражать сомнения по поводу того, а вообще нужно ли с этими людьми говорить. Я исходила, участвуя в этом процессе, и те, кто участвовал в нем, исходили из того, что нравится нам или не нравится, мы соседи, конфликт имеет место, военная стадия конфликта преодолена, но поствоенная стадия конфликта, мы в ней живем, и поэтому, в принципе, нужно делать какие-то шаги по поиску путей урегулирования. Я всегда думал, что то, что произошло в Абхазии, в Грузии, он уникальный, такого нигде не было. И вот это. И когда я переходил границы любой страны, я погружался в их боль. И к концу, через 5-6 лет, я вдруг понял, что мы являемся тоже частью вот такого несовершенства мира, где люди все-таки решают свои дела. То есть не находят время на переговоры длительные. Лучше длительный мир, чем короткая война, которая все-таки к миру не приводит. Она может временно закрыть проблему, но пока люди не договариваются, невозможно. Министерство иностранных дел Российской Федерации и председатели Женевского процесса придавали большое значение мерам по укреплению доверия. В этой связи под эгидой Женевских переговоров были организованы 3 встречи по укреплению мер доверия – в Афинах, Стамбуле и в Ялте. Во встречах участвовали официальные представители сторон, а также представители интеллигенции и научных кругов Абхазии и Грузии. В одной из встреч принимал участие и президент Абхазии Владислав Ардзинба. Это все работало как один механизм слаженный. Работало на продвижение абхазских национальных интересов на международной арене. Это были согласованные все мероприятия друг с другом. Они, что называется, друг друга поддерживали. Поэтому в целом, конечно, с тех пор, как был разрушен переговорный формат в 2008 году, такого слаженного механизма, к сожалению, у нас нет. Если на базе женевских дискуссий будет нечто подобное сконструировано, то мне кажется, что этот опыт прошлый наш, позитивный, его тоже нужно использовать. Да, потому что и в области мер доверия, и в области работы неправительственных организаций, экспертного сообщества нужно использовать все возможности, которые тебе предоставляются историей для того, чтобы решать вопросы на благо своей страны. Существующие между нами, конфликтующими сторонами проблемы нужно решать путем переговоров. Для того, чтобы переговоры проходили, необходим международный формат. Стороны должны быть наделены правом отвечать за те решения, которые они на себя взяли. Значит, они должны быть наделены соответствующим статусом, то есть иметь статус стороны в конфликте. Иначе это все будет продолжаться в таком виде, просто ни к чему не обязывающих встреч в Женеве, дискуссий. Хорошо, что этот формат есть, он, что называется, какую-то хоть теплую температуру поддерживает под этим процессом. Но он сам по себе, этот формат, ущербный. Он будет таковым оставаться, пока не будет отменено это законодательство о оккупированных территориях, и грузинская сторона, по крайней мере, не признает за нами международного статуса стороны в конфликте, как это было до 2008 года. Мы не можем существовать в вакууме, без прошлого, без опоры на достижение наших выдающихся отцов Отечества, я бы сказал. Потому что там на самом деле большая работа была проделана.
Деятельность неправительственного сектора Абхазии способствовала продвижению объективной информации об Абхазии в мире, отстаиванию прав абхазского народа на международных научных и гражданских форумах, а также помогала лоббировать ее интересы на достаточно высоком международном уровне, который вне рамок Женевского переговорного процесса был закрыт для официальных представителей Абхазии. Говоря о важности миротворческой деятельности неправительственных организаций, эксперты задают вопрос, что происходит там, где не нашли времени, желания и воли вести пусть и длительные, но переговоры. Мы переговариваемся не с политиками, да, а с представителями гражданского и экспертного сообщества, которые могут влиять. Те, кто с нами участвует в диалоге, они абсолютно на позициях мирного решения конфликта, и они это продвигают через свои работы, свои выступления, свои фильмы и так далее. Потому что мы знаем, как политики зависят от мнения большинства, от мнения своего общества и так далее. И эти переговоры на гражданском уровне нужны для того, чтобы иная точка зрения присутствовала в этом обществе. Есть еще такая, кстати, точка зрения, что конфликта уже у нас нет. У нас закончилась война, нас признала Россия, нас признали еще несколько стран, и как бы точка поставлена в вопросе Абхазия как бы не является частью Грузии. Но пока Грузия с этим не согласится, говорить, что конфликт исчерпан, это немножко странно. Но говорить, что поскольку конфликт существует, надо все-таки вести переговоры не о статусе Абхазии, потому что он не подлежит обсуждению статуса Абхазии. Но поскольку мы соседи, у нас есть этот Ингургес, из-за которого мы все переживаем, и мы переживаем, что мы останемся без света. Ведутся же постоянно какие-то переговоры, и очень многого мы не знаем, что происходит и так далее. Есть еще какие-то вещи. У нас есть население, у нас Гальский район, целый район, и еще кусочки других районов заселены гражданами Грузии. У нас очень много людей ездят лечиться в Грузию. И в Грузии существует закон, очень дискриминационный, несправедливый закон, который вообще не отражает реалии, а так называемый закон об оккупированных территориях. Нужно добиваться его отмены. Что произошло после 2008 года? Абхазия потеряла статус стороны в переговорах, что вообще недопустимо, конечно. Председатель службы безопасности, я не знаю, как она называется в Грузии, выступал и как-то говорил, мы должны сделать все, чтобы не оказаться один на один за столом переговоров с абхазами. То есть не дать им возможность вернуть статус стороны в переговорах. Надо себя утверждать в качестве субъекта. Мы живем в очень сложном мире и зависим от пропаганды. В отношении Абхазии в основном негативно идет пропаганда. А как, если мы не будем разрушать эти пропагандистские клише, дискурсы, которые выгодны нашим оппонентам в Грузии, если мы непосредственно не будем контактировать, даже пусть посредством таких неформальных контактов через экспертное сообщество. Таким образом, миротворческая деятельность на уровне гражданского общества, экспертов заставила обратиться к корням конфликта, побудила интеллектуалов с обеих сторон на основе анализа его глубинных причин обсуждать перспективы мирного сосуществования Абхазии и Грузии в Южно-Кавказском регионе. Как отметила в одной из своих статей Лиана Кварчелия, необходимость ведения конструктивных переговоров и диалога на разном уровне очевидна и сегодня. Это то, что могло бы помочь создать среду, в которой стороны не только формально исключили бы возможность использования военной силы как способа разрешения конфликта, но и открыло бы возможности для решения вопросов, связанных с экономическим развитием региона. В этом контексте инициированная Грузией международная изоляция Абхазии – это серьезный барьер. Более того, изоляция усугубляет конфликт, так что есть над чем могли бы работать и на официальном, и на экспертном уровне.